أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Второе. Необходимо упомянуть, что появление нововведенцев и противоречащих Ахлю-Сунне в наших краях началось только в недавнее время. То есть в современном веке. Особенно это произошло после ослабления в Дагестане научного уровня в связи с некоторыми известными событиями. К примеру, после того, как мы многое прояснили, мы можем сказать прямо, что после возникновения этого злополучного коммунистического порядка в наших краях, задача которого заключалась в том, чтобы уничтожить ученых-богословов, изгнать их, как это известно всем жителям Дагестана. Все, кто как-то был связан с религией, преподаванием, ушли. Их убивали, запрещали обучать религиозным знаниям. Каждый, кто занимался шариатскими науками, обучал арабскому языку, кто преподавал студентам или сам изучал знания, был под контролем и давлением со стороны коммунистических властей. И это продолжалось немало времени. По этой причине, конечно, было снижение уровня знаний в наших землях. Но остались ученые, остались студенты. Несмотря на все эти гонения, притеснения, трудности, которые были тогда. Однако их было мало по сравнению с тем, сколько их было до становления этого злополучного и жестокого коммунизма. По этой же причине появилось поколение, оторванное от религиозного суннитского образования. После падения этого режима, Советского Союза, и хвала Аллаху за это, открылись наши земли для других стран, открылись пути в хадж, пути для переселения и так далее. Многие уехали отсюда. Кто-то в хадж, кто-то за знаниями и по другим причинам. Отправлялись как в арабские страны, так и в другие. Те, которые уехали и переселились, часть из них вернулась, приняв другую методологию, которая не была известна нашим ученым. Вернулись с той методологией, которая не соответствовала ученым Ахлю-Сунна, ашаритам. Вернулись с методологией ваххабитов, как в основах, так и во второстепенных вопросах акиды и фикха. Особенно это те студенты, которые учились в Саудии и других странах, которые попали под влияние ваххабизма и, вернувшись к себе на родину, сюда, стали постепенно распространять эти идеи в республиках Кавказа. Они стали популярными в некоторых местах. Причина всему этому – небольшие знания и низкий религиозный уровень, к которому и привел режим Советского Союза. Если бы всего этого не было, если бы этот режим не правил на наших землях, не убивали бы ученых и не запретил бы обучение религиозным наукам, то знание сохранило бы свою силу. И эти, вернувшиеся с других стран, не смогли бы распространять свои идеи, противоречащие методологии Ахлю-Сунна. Наши ученые и студенты могли бы противостоять им своей методологией, силой своих знаний и опровергнуть их методологией Ахлю-Сунна. Но произошло то, что произошло. Возник режим Советского Союза и оставил свой след на религиозных деятелей и их работу. И не оставил многих из них. По причине малочисленности ученых и слабости изучения науки, вернувшиеся новые студенты получили возможность распространить здесь эту чуждую для Дагестана и Ахлю-Сунна методологию. И по причине этого случились смуты, беспорядки и убийства, которые они дозволяли, обвиняя людей в неверии и совершении многобожия. Все это знакомо жителям этих республик в то время, и даже сейчас, до сих пор мы претерпеваем последствия того, что они натворили. Также известно, что многие ученые высказались относительно распространения приверженцев нововведений, что они появляются тогда, когда ослабевает ислам. Заблудшие идеи возникают тогда, когда ислам ослабевает в данной местности, ослабевает научно и политически. Такие группировки появляются в тех местах, в которых слабо развита наука и политика. К примеру, те, кто уподоблял Аллаха творением, согласно истории, появлялись в странах неарабов, как Сиджистан и другие. Когда появились ваххабиты, они появились во время падения Османского халифата, во время ослабления Исламского халифата и его исчезновения. В этот период они нашли удобный случай появиться. То же самое произошло и у нас. После того, как этот советский режим, этот порядок неверующих, уничтожил знания, убил наших ученых и выслал их. Все это дало трещину и ослабило в научном плане Дагестан, Чечню и Ингушетию.
Благодаря этому событию эти заблудшие группировки, ваххабиты, получили возможность распространять свои идеи и новшества в наших землях. Если бы не они, в наших странах не было бы этих новшеств в акиде, как уподобление Аллаха творением, не было бы новшеств в фикхе, как отвращение от следования суннитским мазхабам фикха и других новшеств, которые они внесли в наши края. В конце хочу заверить, что все это не завершится, если не вернуться к тому, чего придерживались наши ученые, если не вернуться к правильной методологии, которая соответствует сунне. Поэтому те, кто возглавляет исламские университеты, медресе и институты, должны работать над тем, чтобы оживить методологию Ахлю-Сунна, ашаритов, вернуться к их наследию, их учению и пути, который не смешан с заблуждениями. И только благодаря этому уменьшится влияние заблудших группировок, и их станет меньше на наших землях.